Сегодня в России День гражданской авиации. Поздравления принимают пилоты и пилотессы. В российских авиакомпаниях сейчас числится всего около 3 десятков пилотесс. И одна из них, Леся Барашвили, живет и работает в Ухте. О том, как девочка-медалистка из семьи инженеров круто изменила свою жизнь и стала пилотом, выполнявшим миссии ООН, узнала Виктория Науменко. Осмотр медика, предполетный брифинг с обсуждением метеоусловий, технических нюансов полета – все эти обязательные ритуалы перед каждым рейсом давно и хорошо знакомы Лесе Барашвили. В авиации она почти 15 лет, и за это время сталкивалась с разными ситуациями, но ни разу не усомнилась в выборе профессии. Не испугали даже вынужденные посадки из-за неисправностей. Таких у Леси было 2. Не смущало и отношение мужчин к женщине-пилоту. Всевозможных реакций было много. Когда я работала первый год, мне прям целая вахта забастовала, мы не сядем с женщиной в вертолет. Им сказала: хорошо, тогда вот, пожалуйста, в том направлении 300 километров. Они похлопали ресницами и пошли занимать места. Они, конечно, не ожидали такого, но пришлось. Путь к любимой работе у Леси Барашвили был тернистым. Непростое отношение преподавателя авиационного училища к единственной девушке в группе, к тому же с маленьким ребенком, которого приходилось брать на лекции, неодобрение выбранной профессии родителями, но подростковое влечение оказалось сильнее. Леся занималась в аэроклубе, летала на Як-52, прыгала с парашютом. Я немного подумала и решила, что а вдруг мне повезет и я смогу. К тем порам я уже почти закончила университет, но рискнула получить второе образование. И, как видите, это образование, на которое я не особенно-то надеялась, потому что сложно устроиться в авиацию, да и это и переезды, и всякие трудности. Моя семья тоже могла с этим не согласиться, в те поры я уже была замужем. Но, тем не менее, то образование, которое я получала по принципу «авось повезет, и я устроюсь», на самом деле я уже 15 лет работаю по профессии и совершенно счастлива. За годы работы в авиации уроженка Киева Леся работала в разных городах, странах, континентах. Случалось участвовать в миссиях ООН в Афганистане, в Северном Судане и Мали в период локальных конфликтов. Там была настоящая война и жесткие погодные условия. Не все пилоты соглашались работать, но российские всегда вспоминает женщина. Наши ребята справляются как с северной погодой, сложной и, в общем-то, непредсказуемой, так и со всякими катаклизмами, которые происходят при работе в Африке, в Афганистане и в прочих, в общем-то, сложных местах. Эта работа стоит того, чтобы в ней поучаствовать и хотя бы однажды это увидеть. В Ухту Леся приехала работать по совету друга. И здесь мужской коллектив женщину-пилота принял сразу. Но удивления не было. Раньше я не работал с женщинами, так сказать. Но в других авиакомпаниях слышал в эфире и видел, что да, летают. Сразу сработались? Ну, конечно. Достаточно много сейчас женщин-пилотесс, то есть в Ярославле там целый командир звена, то есть там есть вообще женский экипаж. Поэтому ничего удивительного. За 15 лет Леся сменила 4 авиакомпании. В Комиавиатрансе у нее сложились самые теплые отношения с коллективом. Профессия пилота не предполагает постоянной работы с людьми, но здесь особенно важно, с кем садишься в кабину. И здесь Леся Барашвили, по ее словам, всегда делает это спокойно и с уверенностью, что рядом надежные люди и большие профессионалы. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.